Здравствуйте. У людей как у людей, а у меня вот все так. Терем-теремок, кто в тереме живет. Проходите, садитесь. Женщине по фамилии Цин Сильма Андреевна подошли двое молодых людей, ранее незнакомых, с предложением выкупить ее долю в частном доме по Заводской, 16. А этот молодой человек ранее приходил к ее соседке, по этому частному дому. Вот. А Сильма Андреевна, когда заявила, что этот дом, доля дома не принадлежит ей, что она купила себе другое жилье, благоустроенное в Читу, и этот молодой человек сразу же заинтересовался с благоустроенным жилым помещением, принадлежащим Цин, и постоянно начал ходить к ней и уговаривать: давайте поедем посмотрим. Начал предлагать свою помощь, социальную помощь, ее содержание, в обеспечении продуктами питания, в уходе и даже похоронить в случае смерти. Ну вот я такой человек, я всем доверяю. Сама всегда людям добро делала. А видите, как получилось? Я доверилась, они вот так меня сделали. И пугали все время. Это самое, говорят, тебя в психушку посадят, никогда оттуда не выйдешь. Это наше, мы все заберем, и всяко-всяко пугали. Поскольку Цин уже в возрасте, является инвалидом по зрению первой группы, из членов семьи, как она сказала, практически никого нет. Есть сын с внуком, с которыми она не общается. Но, наверное, она поддалась на уговоры вот этого молодого человека. Наверное, желая как-то на старость лет иметь помощника, чтобы кто-то за ней ухаживал. Тем более она говорила, что ее дом по улице Заводской, 16, дом старый, холодный, надо заготавливать дрова, надо носить воду. И в связи с такими тяжелыми, скажем так, тяжелым положением, она поддалась уговорам, тем более эти молодые люди, или этот молодой человек сначала один, уговаривая, чтобы она переоформила дом на себя или на него, делая вид, что они за ней будут ухаживать или уже ухаживают, приносили 2 раза фрукты, как Сильма Андреевна говорила, сами же съели эти фрукты дома. 1 раз привезли воду. Наверное, в силу своего возраста, состоянию здоровья, она поддалась этим уговорам и согласилась. Вот так и жила, и тут под старость законы не знаю. Они так меня убеждали сильно. Но она-то думала, что благоустроенное жилье в Читу оформит на этого молодого человека, как она говорит, по имени Роман. И в договоре будет указано, что он будет за ней ухаживать. Действительно, в феврале месяце за ней он приехал 2015 года. С ним был еще один молодой человек. Увезли ее в Вильгард, в регистрационную службу, где регистрируют недвижимость. Хотя она говорила: давайте мы подождем мою подругу, потому что я ничего не вижу. Естественно, они не стали ждать. Валя, приезжай обязательно, я ничего не вижу, я могу ошибиться, подписать не то. Так ведь этот Роман, или как его звать, Фазалиев, он ведь в машину, садись в машину завел, я говорю, буквально подходит, минутка осталась. Взял, уехал. Увезли туда,
и она, полагая, что оформляет договор или договор ренты, скажем так, на пожизненном содержании продавца на этого Романа, подписала договор, не читая, естественно, поскольку не может читать, является инвалидом по зрению первой группы. Когда, через некоторое время, когда она показала договор подруге, своей подруга как раз ей сказала, что договор подписан не с Романом, а с другим лицом. И вообще она подписала договор дарения. Валя приехала, говорит, что ты наделала? Я говорю, а что случилось? Да говорит, он же уже на Пономарева написал. Ой, я говорю, ой, наказание, ну что делать, что делать? Они, оказывается, оформили эту самую, типа дарственную, что они будут ухаживать и будут похоронят. После этого она обратилась к адвокату. Было составлено исковое заявление о признании этого договора дарения недействительным, поскольку этот договор дарения было заключено путем введения ее в заблуждение. Ее ввели просто в заблуждение. Ну вот, я не знаю теперь, что и как, а больше я уже никому не верю. В случае переоформления квартиры, которой принадлежит, они обещали хорошее жилье в общежитии на улице Морозова, дом 112. Но делая вид, что они туда, ей эту квартиру или это общежитие предоставят, ее даже там зарегистрировали. Вот единственное, что он мне сделал, бабушка, я тебя пропишу. Я говорю, покажи твою общагу по Морозово. Ой, я зашла, что там творится, ужас. Но фактически не вселили. И вот таким образом даже ввели в заблуждение, обещая предоставить хорошее жилье, обещая за ней ухаживать. А так действительно не ухаживали? Фактически не ухаживали, фактически жилье это не предоставили. Я думаю, как ему не стыдно? Вот, тут, конечно, вообще удивительная история. После того, как они уговорили ей переоформить благоустроенное жилье на молодого человека, на одного из них, молодого человека, они пошли еще дальше. Они уговорили ей написать завещание, чтобы после смерти все вклады, денежные вклады, достались им. Я ему сказала, этому Роману, я говорю, ты что сделал? А что, тебе не все равно? Вот она тоже не понимает, как это все случилось в ходе судебного процесса в суде первой инстанции. Ну, она поняла, что поступила опять-таки неправильно, ее опять обманули по поводу вот этого завещания. Сельма Андреевна пошла к нотариусу и отменила это завещание. А я говорю, вы знаете что? Я уже адвоката наняла и говорю, комната арестована, вы не продадите мою комнату. Ой, бабушка, иди забери, ой, бабушка. Я говорю, нет. Обманули, все. Пойду дальше до конца, хоть все пропадет. Суд первой инстанции Сельме Андреевне отказал в иске о признании договора дарения недействительным. Решение суда было обжаловано в Верховный суд в апелляционную инстанцию. В Верховном суде разобрались, что действительно Сельму Андреевну ввели в заблуждение и договор дарения признали недействительным. Ну, квартиру ей вернули. А вдруг, если они передумают? А все, решение суда уже вступило в силу. Всё, это уже да? ваше, уже они здесь что хочет делают. Мое будет, это да, ваше уже. у меня уже не верится Уже даже. всё,